По рассказу участника этой операции. Грозный. Зима 1995 года. Им было по 15 в то время. Тимур и Ислам – два парня, которые за 3 месяца стали взрослее любого мужчины. Их школа сгорела, дом Ислама превратился в яму после авиаудара, отца Тимура забрали в декабре. Остались только мать, развалины и улицы, где пахло гарью и смертью. «Смотри, русские идут», – сказал Ислам. По заваленному проезду между домами медленно продвигалась группа российских солдат. 5 человек, один с пулеметом, остальные с автоматами. Уставшие, измотанные, но внимательные. Один разглядывал балконы через бинокль. «Надо оружие», – сказал Тимур. «Без него мы никто». У Ислама за спиной висели 2 тубуса от РПГ-18 «Муха», найденные в подвале 9-этажки, пустые с запахом прогоревшего заряда. Но выглядели они грозно. Ислам взял один, а второй протянул Тимуру. «Думаешь, поверят?» – спросил Тимур. «У них выбора не будет», – сказал Ислам. Они дождались, когда солдаты приблизятся. На повороте Ислам выскочил из-за стены, навел муху и закричал: «Стой! Оружие на землю! Стрельну, всем конец!» Тимур вышел следом со вторым тубусом в руках. Русские замерли. Прошли пару секунд, но длились они как вечность. Потом один из солдат медленно опустил автомат, не убирая взгляд с направленной на них мухи. Остальные покорно сделали то же самое. Русские подняли руки. «Не стреляйте, пацаны, мы уходим», – сказал один из них. «Бросай все и уходите назад», – сказал Ислам. Голос дрожал, но он стоял как вкопанный. Солдаты оставили автоматы, сняли подсумки и отступили за угол. Больше никто не пытался геройствовать. Видимо, они уже видели, как выглядит смерть, и не хотели отправиться на тот свет вслед за своими сослуживцами. Когда все стихло, пацаны рухнули на землю. Тимур рассмеялся первым. Смех был истеричный, как будто срывал горло. «Пустая, прикинь, пустая», – сказал Тимур. «Главное, они не знали», – ответил Ислам. Они взяли автоматы, быстро осмотрели место и исчезли во дворах, как тени. Теперь у них было оружие, чтобы мстить за все содеянное россиянами.